Вчера был самый позорный день в истории Гагаузии. Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям были приостановлены выборы в Народное собрание Гагаузии. Позор для Гагаузии и в самом этом решении, и в том, какую реакцию оно вызвало в политических кругах региона. Введение ЧП в стране было направлено на недопущение распуска парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Это очевидно, и никто этого не отрицает. Но дело в том, что в Гагаузии на 16 мая были назначены выборы в Народное собрание. С 17 марта идет избирательная кампания. Она в самом разгаре. На сегодня зарегистрировано более 80 кандидатов, которые активно проводят избирательную кампанию, собрали подписи в свою поддержку, проводят встречи с избирателями. Эти выборы в Гагаузии стали реальной проблемой для Додона и социалистов, которые изменили свое мнение относительно распуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Если еще месяц назад Додон и социалисты говорили о том, что досрочные выборы надо проводить, то после двух провалившихся попыток назначить правительство и после того, как появилась реальная угроза распуска парламента, Додон заявил, что не допустит распуска парламента. Одним из аргументов, почему нельзя проводить досрочные парламентские выборы, стало то, что у нас пандемия. Это преступление проводить выборы в пандемию, заявляют социалисты. А вместе с ними и все остальные депутаты парламента, не желающие распуска парламента. И тогда все стали задавать вопрос, как это нельзя, а как же выборы в Гагаузии, в которых участвует и партия социалистов. Что в Гагаузии нет пандемии, поэтому выборы в Гагаузии стали серьезной проблемой в аргументации социалистов, не желающих проведения досрочных парламентских выборов. Тогда Игорь Додон, еще раз напомню, человек, который в этой стране не занимает никакой должности и с треском проиграл выборы президента, заявил, что обратится к своим коллегам в Гагаузии с просьбой отменить выборы в Народное собрание. И коллеги Игоря Додона в Гагаузии взяли под козырек и исполнили эту просьбу. Исполнить это решение им помог парламент своим решением о введении режима чрезвычайного положения. И как вы знаете, в условиях режима ЧП закон запрещает проведение выборов. Можно было бы, наверное, принять это как должное, но остается много вопросов без ответов. Когда ввели режим ЧП, в Гагаузии начали обсуждать, как это отразится на выборах. Это должно было решить Народное собрание Гагаузии, поскольку НСГ – единственный орган, уполномоченный назначать выборы в Народное собрание. Это прописано в законе в уложении Гагаузии и законе об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. Но дело в том, что НСГ никто даже спрашивать не собирался. Вчера вечером комиссией по чрезвычайным ситуациям Гагаузии было принято решение о приостановлении избирательной кампании по выборам в Народное собрание Гагаузии на период действия режима чрезвычайного положения, то есть с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Как проходило заседание КЧС Гагаузии, где принималось решение о приостановлении выборов в Народное собрание, рассказал член КЧС, вице-спикер Народного собрания Александр Татарнавский. Давайте послушаем, как это было. Я хотел прокомментировать вчерашнее заседание КЧС, потому что являюсь его непосредственным участником. И из первых уст, как Иван Георгиевич, послушайте, пожалуйста. Значит, вчера примерно в 19:30 вечером поступило в нашу группу сообщение о том, что будет заседание КЧС по обращению депутата Народного собрания. В 19:30 пригласили, это все онлайн, проект постановления приложили в 19:30, в 20 часов попросили, чтобы мы проголосовали. За 30 минут надо было это все изучить. Я когда увидел обращение, точнее приглашение на заседание, я подумал, что что-то срочное в связи с чрезвычайным положением необходимо, может, людям помочь, еще какая-то иммунизация или вакцинация, или выделение средств. Оказывается, обращение связано с нашими выборами. Проект постановления, который представила КЧС, я своим коллегам написал в группе, что оно противоречит закону об особом правовом статусе Гагаузии, статья 12, потому что исключительная компетенция Народного собрания назначение и организация проведения выборов депутатов Народного собрания. В проекте постановления, вы его уже, наверное, видели, средств массовой информации, предлагалось, что Центральная избирательная комиссия назначит дату выборов после прохождения ситуации чрезвычайного положения, и вообще приостанавливается вся выборная
кампания, да, в связи с чрезвычайным положением. Я своим коллегам написал и более того сделал ссылку на закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что члены комиссии не все являются представителями исполнительного комитета, не все являются депутатами Народного собрания. Там есть и медики, работники общественного здоровья, которые, в принципе, могут и не знать каких-то деталей, нюансов. И вы знаете, вот в результате этой дискуссии, такой электронной, к сожалению, только я один проголосовал против этого решения, все остальные высказались единогласно. И знаете, какое чувство? Мы иногда обращаемся к нашим коллегам с Кишинева, которые атакуют закон об особом правовом статусе Гагаузии, да, говорят о его несовершенстве, о том, что он устарел морально. Мы с вами каждый год торжественно отмечаем годовщину принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. На уровне рабочей группы Георг Георгиевич сопредседатель, мы стараемся защитить статус этого закона, усилить. Он признан всем европейским сообществом, мы говорим о том, что он имеет особый статус, хотим, чтобы он имел специальным органическим законом, либо конституционным законом. И в то же время мы в Гагаузии не уважаем и не соблюдаем нормы, которые даже никто не оспаривает. Исключительная компетенция именно Народного собрания проведения и назначения выборов депутатов Народного собрания. Поверьте, мы все законопослушные люди и понимаем, что чрезвычайное положение мы обязаны в соответствии с законом перенести, отменить. Можно по-разному интерпретировать. И 16 мая невозможно будет провести выборы, но не должен орган, который создан в Гагаузии, даже не законом местным, а просто действует на основании положения исполнительного комитета, подменять собой законодательный орган автономии и брать на себя такую ответственность и такие компетенции. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны с вами, мне кажется, обсудить это и не осудить, а обсудить. И мы, депутаты Народного собрания, должны принять решение, связанное с выборами в Народное собрание Гагаузии. Я хочу вам сказать, что мне позвонил с парламента руководитель юридического управления. Это было еще, когда я вышел на работу, и в парламенте обсуждался вопрос, связанный с введением чрезвычайного положения. Он мне сказал, что это решение обсуждается, будет принято, и, пожалуйста, вы, депутаты Народного собрания, рассмотрите вопрос, связанный с тем, что делать с вашими выборами, учитывая, что они попадают на этот 60-дневный срок. И вы знаете, люди с Кишинева уважают закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что он национальный закон. Патовость ситуации заключается в том, что в КЧС обратился никто иной, как спикер Народного собрания Владимир Коса, то есть избранный председатель единственного органа, который вправе решать судьбу выборов в автономии, намеренно делегировал право назначить или отменять выборы в Гагаузии комиссии по чрезвычайным ситуациям. КЧС возглавляет исполкомовский клерк Иван Калиоглу, начальник управления строительства. Это назначенный чиновник, подчиненный Башкана Ирины Улах. Ивана Калиоглу не выбирал народ, и никто не делегировал ему решение таких важных политических вопросов, как назначение или отмена избирательного процесса в Гагаузии. Такой поступок Владимира Коса некоторые депутаты склонны объяснять его близкими отношениями с исполнительным комитетом и исполнением приказов, или просьб Башкана Ирины Улах. Коса это отрицает. Мне, как жителю Гагаузии, сложно объяснить логику добровольного унижения статуса и компетенции Народного собрания Гагаузии тем, кто был избран председательствовать в этом органе. Итак, КЧС приостанавливает выборы в Народное собрание в нарушение закона, чему все очень дружно удивились. Почему удивились? Даже в Кишиневе люди из числа тех, кто в Гагаузии считается противником расширения и усиления компетенций Гагаузии. Что же делает наша политическая элита? Вы меня простите, но поведение народных избранников после того, как об них практически вытерли ноги, напоминает хаотичный бег курицы, которой отрубили голову. На заседании Народного собрания депутаты метались от одного решения к другому. Один говорит, отменим выборы в НСГ, что из разряда назло кондуктору куплю билет, пойду пешком. Второй говорит, нужно обратиться в Конституционный суд. Третий говорит, что выборы надо проводить и не принимать решения КЧС во внимание. Какой-то консолидированной позиции, какого-то элементарного плана действий у депутатов просто нет. Ну и вишенка на торте. На фоне запрета массовых собраний в одном из ресторанов Гагаузии Башкан собрала экономический совет, третий за последние несколько месяцев. Это такой
завершающий мощнейший плевок в лица депутатов Народного собрания и лица электоральных конкурентов, которых оборвали на полпути. Это также плевок в лицо всех граждан Гагаузии, чье право избирать и быть избранным просто взяли и отменили. Я повторюсь, государство может пойти на ограничение гражданских и политических прав граждан, но это должна быть крайняя мера. И она должна быть очень хорошо обоснована. Но совершенно очевидно, что выборы в Гагаузии хочет отменить Игорь Додон и партия социалистов, потому что не хотят проведения досрочных парламентских выборов. Свое нежелание проводить досрочные парламентские выборы Додон и социалисты аргументируют пандемией. На этом фоне выборы в Гагаузии выглядят нелогично. Введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией. Его цель – не дать возможность провести досрочные парламентские выборы. И выборы в Народное собрание в данном случае попали просто под раздачу. Все в Гагаузии это прекрасно понимают, в том числе и политическая элита. Понимать понимают, но ничего поделать с этим не могут, или не хотят. Гагаузская политическая элита должна была встать единой стеной на защиту полномочий и компетенций автономии. Башкан, член правительства Ирина Влах, при принятии Кабинетом министров решения о введении режима ЧП должна была встать и сказать: коллеги, у нас выборы, это решение очень сильно подводит жителей Гагаузии. В Гагаузии не принят бюджет. Отсрочка выборов говорит о том, что эта ситуация затянет его принятие на много месяцев. Гагаузские депутаты могли сказать: ЧП может быть введено только на части территории Молдовы. Дайте нам самим решать, устанавливать режим ЧП на территории Гагаузии или нет. Но никто этого не сказал. Вместо этого Башкан и социалисты из Гагаузии побежали обслуживать хотелки своего политического лидера. Политический класс Гагаузии показал свою несостоятельность и неспособность защищать интересы жителей и полномочия Гагаузии. Если раньше это означало бы конец карьере многих действующих лиц, начиная от Башкана и заканчивая депутатами, то сейчас это просто будни Гагаузии, рядовое событие. Умные люди говорят: не давай советов, если тебя не просят. Но я позволю себе высказать свое мнение относительно того, как должно было поступить Народное собрание в этом случае. Тем более речь идет о компетенции Гагаузии, а это касается каждого жителя Гагаузии, в том числе и меня. Более того, прошу прощения за нескромность, но считаю, что Пилигрим Демо, организация, которую я возглавляю, хорошо продвинулась в изучении вопросов автономизма. Поэтому считаю возможным и необходимым высказаться по этому вопросу. Одно из возможных решений, которое может принять Народное собрание, это обратиться в Конституционный суд Республики Молдова. У Народного собрания есть право обращаться в Конституционный суд, если парламент принял решение, ущемляющее компетенции Гагаузии. Решение парламента о введении режима чрезвычайного положения ущемляет право Гагаузии в вопросах организации и проведения выборов. А организация и проведение выборов, Народное собрание и выборов Башкана – это единственная компетенция Гагаузии, которая никем в Кишиневе не оспаривается. Если по другим компетенциям Гагаузии у многих в Кишиневе возникают вопросы, то в вопросе организации и проведения выборов в Народное собрание и выборов Башкана ни у кого никогда вопросов не возникало. Более того, эта компетенция Гагаузии неоднократно признавалась множеством решений судебных инстанций, делегировавших своих представителей в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и утверждавших результаты этих выборов. То, что Гагаузия может обратиться в Конституционный суд и опротестовать решение парламента о введении режима ЧП, говорю не только я, говорят и кишиневские эксперты. Давайте послушаем мнение эксперта Теодора Cârnață. Dacă adunarea populară din Găgăuzia are dreptul să atace decizia Parlamentului de azi la Curtea Constituțională, mai ales în situația când alegerile din adunarea populară din Găgăuzia sunt în plină desfășurare. Da, unul din subiecții cu dreptul de a se sesiza este adunarea populară, însă îi pot ataca acele acte care îngrădesc anumite drepturi legate din statutul acestei unități administrative autonome. Și în legătură cu faptul că se petrec aceste alegeri în luna mai, s-ar putea în cele de urmă să se adreseze la Curtea Constituțională. Но депутаты Народного собрания даже не хотят рассматривать эту возможность, несмотря на то, что среди них есть депутаты, которые предлагают такой вариант. Глядя на сегодняшнее заседание, у меня возникло ощущение когнитивного диссонанса. Депутаты начали с критики и возмущения относительно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии о приостановлении выборов в Народное собрание. При этом депутаты, которые громче всех возмущались решением КЧС Гагаузии, сами убеждали всех принять решение об отмене выборов.
Так если вы предлагаете отменить выборы в связи с введением режима ЧП, что вас не устраивает в решении КЧС Гагаузии, которое, по сути, делает то же самое? А может, депутаты возмущены тем, что КЧС Гагаузии опередил Народное собрание и принял это решение раньше? Зачем Народному собранию принимать решение об отмене выборов, когда это решение уже принято без Народного собрания? Решение Народного собрания ничего не изменит, выборы уже отменили. Или, возможно, депутаты хотят принять такое решение, чтобы подтвердить законность решения КЧС Гагаузии. В любом случае, это не те решения, которые должно принимать Народное собрание в этой ситуации. Задача Народного собрания – защищать компетенции и полномочия Гагаузии. Решение Народного собрания об отмене выборов подтвердит заведомо неконституционное решение парламента о введении режима ЧП, которое, к тому же, ущемляет компетенции Гагаузии. Потому что, еще раз повторюсь, введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией, а нацелено только лишь на ограничение гражданских и политических прав граждан, в том числе и граждан, проживающих в АТО Гагаузии. Народное собрание должно приложить все усилия для защиты этих компетенций и прав. Но Народное собрание не хочет использовать этот законный инструмент в своем арсенале и обратиться в Конституционный суд. Так же, как оно не использовало этот инструмент, когда была принята реформа центральных органов власти, лишившая Гагаузию налоговой инспекции, чем ущемили компетенции Гагаузии в области администрирования налогов. Я понимаю, что проще критиковать Башкана, и в этой ситуации ее есть за что критиковать. Но уже очевидно, что Башкан озабочена не Гагаузией, а реализацией воли своих политических боссов, не имеющей ничего общего с интересами автономии. И беспокоит в этой ситуации больше всего то, что Народное собрание не делает ничего для предотвращения нескончаемых попыток ущемления полномочий Гагаузии. У Народного собрания появилась реальная возможность осадить тех, кто использует Гагаузию в своих политических играх в ущерб интересам и компетенциям Гагаузии. Но Народное собрание упорно не хочет использовать эту возможность. Тем самым способствует подрыву компетенций и статуса Гагаузии. И понятно, почему Башкан ни разу за последние полгода не пришла на заседание Народного собрания, но уже в третий раз за 3 месяца проводит бесполезное мероприятие под названием «Экономический форум Гагаузии», где непонятные личности из Кишинева с очумелым взглядом рассказывают историю про то, как космические корабли бороздят Большой театр. Потому что знает, что Народное собрание либо не мешает, либо поможет реализовать политические задачи, которые ставят перед ней боссы из Кишинева или из Москвы. И если жители автономии не дадут адекватную оценку такому поведению гагаузских политиков, то это означает начало конца гагаузской автономии. Друзья, вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению «Пилигрим Демон». Вам это не будет стоить ничего. Эту сумму удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о переводе 2% подоходного налога в поддержку НОКТА вы можете узнать на сайте НОКТА, нажав на главной странице сайта кнопку 2%. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.